День недоношенного ребенка отметили в перинатальном центре республиканской больницы в городе Якутске. На праздник пригласили детей разных возрастов, но все они когда-то родились с низкой массой тела от 500 граммов. Для них провели развлекательные мероприятия, а родители получили консультации по уходу за ребенком. Как спасают крохотные жизни в перинатальном центре, расскажет Сарглана Федорова. Маленький Михаил так спешил увидеть свет, что родился раньше положенного срока. Еще 2 месяца назад он весил чуть больше килограмма и лежал в специальном инкубаторе. Благодаря врачам Миша сегодня рядом с мамой. У меня шок был, когда я увидела глаза. У него глаза вообще бегали вот туда-сюда. И вот мы выросли 2 килограмма ребенок. Скоро выпишемся. В отделении новорожденных перинатального центра на данный момент находится более 300 малышей. 90% из них недоношенные. Они родились на сроке от 22 до 37 недель. С первых минут после рождения таких крох выхаживают в реанимации новорожденных. Несколько недель дети живут вот в таком инкубаторе. Это специальный аппарат, который имитирует внутриутробное окружение. Сюда подается кислород, регулируется температура и влажность. Среди многочисленных проводов едва можно разглядеть крошечные ручки и ножки малыша. Каждый случай уникален, говорят врачи. В этом году самый маленький пациент весил всего 550 граммов. Причин, по которым ребенок рождается раньше установленного срока, очень много. Сейчас вообще в целом среда нашего проживания изменилась. Наше питание, окружающая среда, наш ритм жизни. И поэтому вот многие женщины не могут доходить до срока. Такие дети с самого рождения привыкают бороться и побеждать. Сегодня подросшие пациенты пришли на праздник. Кому-то 10 месяцев, кому-то уже 7 лет. Спасибо, доктор. Каждый по-своему поблагодарил медиков. Все гордятся большим весом, а мы гордимся таким весом, каким родились. А мы понимали, что будет с твоим ребенком, какой будет ребенок, здоровый, нездоровый. И вот это было очень страшно, что ждет впереди. Но я считаю, что все у нас позади. В центре пропагандируют грудное вскармливание, что немаловажный фактор для дальнейшего развития и оздоровления малыша. Когда врачам удается стабилизировать состояние маленького организма, ребенка переводят в отделение патологии, где он адаптируется к внеутробной жизни. И далее, вплоть до 3 лет, малыши находятся под наблюдением специалистов. Саргалана Федорова, Григорий Николаев, Якутск.